В стране сохраняется тенденция стремительного роста числа зараженных коронавирусом, большая часть из которых контактировали с заболевшими. Из новых случаев только 9 ввозные. И тревожит тот факт, что многие из заболевших не имели никаких симптомов коронавирусной инфекции. Число выявленных за сутки случаев заражения 269, лидирует по-прежнему Бишкек – 138 фактов, в Чуйской области 43, далее Джалалабадская область – 26 случаев, 23 в городе Ош, 16 случаев, в Иссыкульской области 9, в Таласской, Волжской 6 случаев и по 4 в Нарынской и Баткенской областях. Таким образом, всего в стране зарегистрировано 5017 случаев заражения. За сутки выздоровели 52 человека, всего вылечить удалось 2294 пациента. За сутки скончались 3 человека. С начала распространения пандемии в стране скончались 50 человек. В борьбе с пандемией медработники оказались в зоне особого риска. Стало известно о том, что за сутки коронавирусом заболели 44 медика. Больше всего также в столице. Минздрав призывает граждан четко следовать алгоритму. Если же все-таки признаки пневмонии и есть признаки дыхательной недостаточности. На сегодня алгоритмы сделаны таким образом, что без соответствующих результатов ПЦР всех больных мы принимаем на лечение. И там уже в стационаре мы будем решать вопросы лабораторного подтверждения и дальнейшего тестирования. Республиканский штаб тем временем делает все возможное, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Продолжаются рейды по выявлению нарушений правил карантина и дезинфекция мест массового скопления людей. Медработники круглосуточно лечат пациентов. Не хватает только гражданской ответственности, а это одна из главных причин стремительного роста новых случаев заражения. Дистанцироваться, принцип самоизоляции соблюдать и все-таки все те рекомендации медицинских работников, они не зря они были предложены, соответственно, их надо выполнять для того, чтобы предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией, защитить себя, своих близких от этой грозной инфекции. При этом мест в медучреждениях страны достаточно, повода для паники нет. Об этом сообщил премьер Кубатбек Боронов. В связи с увеличением количества больных за последнее время места могут быть быстро заполнены. Поэтому предпринят ряд мер по подготовке новых койко-мест. Аяна Дюшикеева и Синтурабыкеев, Ала-То, 24.